Испытано на себе. Друзья, ну что, мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. В эфире передача «Испытано на себе». И сегодня уже 4-й день, как мы все еще готовим этот автомобиль к покраске. Полностью был снят, во-первых, слой наклеек. Это были 5-метровые большие наклейки по обоим бортам автомобиля. Также до матового состояния была обработана вся поверхность автомобиля. В тех местах, где будет наноситься краска Raptor, соответственно, это сделано для лучшей адгезии. Вот. Ну что, сегодня у нас в планах, соответственно, посмотреть все недочеты, где-то немножко подшкурить, соответственно, вручную, то есть без машинки. Еще раз все проверить правильно, протереть, и далее уже можно приступать к обклейке автомобиля. Ну что, давайте начнем, продолжаем работу. Так, сейчас что должно В принципе, все готово. привлекать внимание? Ага. Пройдем, посмотрим, что осталось, мелочи, недочеты. Все устраним и начнем обклеивать. То есть, если где-то я вижу, что, допустим, еще глянец остался, его нужно подшкурить. Ну вот, допустим, вот эти вот, видишь, моменты, где вот дворники. Здесь между. Да, вот этот убрать, вот где лобовое стекло наверху. Хорошо. Глянец. Шкурку надо, да, взять? Шкурки, да, сейчас. Так, получается, вот здесь вот глянец, да? Угу. И я его обрабатываю. Его надо обработать, да. Звук такой не очень приятный. Звук похож, когда вилкой по тарелке вот так вот водишь. На нервы действует. Смотри, а вот здесь тоже надо, да? Да, вот здесь немного тоже пройти. Старайся круговыми движениями. Круговый. Ага. Так. Получается, когда делаешь круговыми, она более равномерно, да, Да. снимается? То, что риски будут, как бы, повторюсь, не страшно. Они, под раптором их, как бы, выделяться они не будут. Наоборот, лучше будет, как бы, адгезия. А вообще, допустим, это мы Raptor наносим, да? А вот, например, когда готовишь автомобиль к покраске обычной автомобильной краской, там глянцевой. Тогда надо обрабатывать уже более мелкой шкуркой. То есть сама Тоже в матовый делаешь покрытие. Потому что если крупные, допустим, вот сейчас мы 120-ю используем, градацию, если царапины будут, металликом покрасишь, уже проявляется. Будет видно под лаком, что ремонтировалась деталь, так скажем. Это, кстати, моя половина капота, по-моему, была. Я тут схалтурил, теперь сам и убираю. Получается, эти мелочи очень много времени отнимают. То есть сам процесс покраски с пистолетом, с пульверизатором, да, правильно, занимает немного времени, да? Немного времени, да. Как бы это финальная уже стадия, она самая приятная в этом процессе. Подготовительный процесс. Он, конечно, да. Вот, друзья, если, допустим,
вы плохо подготовите автомобиль, то вся остальная работа пойдет на смарку. Самая важная подготовка. Так, ну а здесь отдельно находятся крылья автомобиля. Также Александр их обработал. Вчера полностью был снят верхний слой краски. Сейчас они готовы уже к покраске. Красить автомобиль мы будем в два цвета. Это черный и серый. Черный цвет у нас будет весь автомобиль. Серый будет идти по нижней части, то есть фендера, нижняя часть дверей. И, в принципе, не знаю, так в голове вроде представлял, должно быть более-менее красиво. Ну а пока автомобиль выглядит вот так. Кстати, такой, наверное, впервые то видео, которое было снято вчера, уже подготовлены к эфиру. Так быстренько просматриваю. Сейчас монтажеры отправили. Вот. Ну и снимается уже следующая серия. Вообще, надо было даже назвать это не покраска автомобиля, а подготовка к покраске, потому что покраска на самом деле занимает очень мало времени. Все остальное время это... Я сейчас, например, занимаюсь тем, что вот здесь у нас были остатки наклеек, которые были, как бы, как сказать, с запасом сюда заклеены. Сейчас я их тоже удаляю с этих вот краев, остатки, чтобы нам ничего не мешало завтра во время самой покраски кузова. Да, кстати, друзья, мы все время, уже четвертый день, получается, в этом помещении. Я только сейчас, вот Александр отлучался на некоторое время, посмотрел, тут это, получается, оборудованные мастерские для обучения студентов. Мы с директором общались, да? Но на самом деле я как бы даже не обратил внимания, но вот здесь находятся двигатели, я так понимаю, это стенды, на которых будут прямо обучаться студенты. То есть прямо специальные вот такие вот моторизированные какие-то штуки. То есть все прям вот можно вживую потрогать. Ну а здесь вот, соответственно, прям можно так сказать с полей двигатели, механические запчасти и так далее. Здесь кузовной ремонт, смотрите, обратите внимание, отличный стенд. Вот это получается, скорее всего, для вытягивания кузова. То есть всему можно прямо здесь, не отходя от кассы, обучиться. Подъемник, верстаки. Вот, как я понял, вот здесь, кстати, это, по-моему, если не ошибаюсь, это у нас коробки передач. Так, ну что, ну а сейчас мы начинаем непосредственно обклейку. Обклеиваем так, чтобы закрыть от резинки наши, да, получается, уплотнители, так, чтобы на них не попала краска. То есть впритык. Впритык, да, с небольшим зазором. Зазором в сторону от резинки. От железки. От железа, получается, и до резинки.
Потому что было когда небольшой будем покрывать этим краской, Мгм. ну, чтобы она, получается, вся деталь была полностью окрашенная и не попадала на резинку. Она как бы завихряется Мгм. и, получается, равномерно Ага. наносим. Все, понял. Так. Так нормально, да? Уже если так вот провести. Да. Нормально. Но можно было чуть выше, да, Чуть-чуть сделать? выше. А. Это отлично. Вот Уже эта на часть. деталь на кузов либо на дверь. А можно же немножко подкорректировать, да? Да. В принципе, она немножко даже на резинку может попасть, да? Лучше, чтобы на резинку попала, чем не попала на кузов. Что это? Ну, допустим, если захлёст сделал на кузов, то когда будем снимать, он с кузова Да. как бы оторвет. Да, может. А есть если такой вариант. захлёст на резинку, то как бы это... Ну, нежелательно это. В общем, надо, ни туда, ни туда да, нежелательно. надо делать, чтобы было все четко. Всё. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. А куда? А, вот, возьми. А, это вторая, да? Ага. Это специальный малярный скотч, да, для Да. автомобилей? Да. Ну как, он и для автомобилей, и Для покраски. для покраски. Но у него как-то более плотный, что ли, чем обычный малярный скотч. Вот, обратите внимание. Достаточно таки кропотливая работа. В плане том, что обклеиваешь. Да, и главное, ничего не пропустить, да? Чтобы не было... Вот, допустим, когда просто красишь машину этим обыкновенной краской, чтобы не было заметно перекраса. Можно добиться так, что, ну, как бы простым взглядом и не увидишь, что деталь покрашена качество, да, так скажем. А вот если нахлест получится, что краска либо на резинку попала, либо на кузове, как бы скажем, зазорчик появился, сразу уже в глаза бросается. Испытано на себе. Испытано на себе. Так, пока я клеил одно окно, Александр наклеил два. Че, как, нормально? Нормально. Для первого раза Пойдет, да? отлично даже, можно сказать. Хорошо. Вот даже изнутри. Вот эти моменты тоже изнутри, да, получается, Да, заклеивается. чтобы туда не попадала краска. Но это уже в конце самого Ну-ну-ну. клея. Так, одну сторону там сделали. Сделали. Идем на Теперь другую сторону. Пойдем в вторую сторону. Прежде чем наклеивать скотч, вот здесь, например, стекло после шлифовки, тут был двусторонний скотч, осталась пыль. Можно вот так вот сделать, то есть взять бумажную салфетку, немножко смочить ее. Кстати, он на спиртовой основе. И вот так вот протереть. Ну что, друзья, сейчас мы, получается, обклеили контур. И подошло время, чтобы уже с помощью вот этой бумаги закрыть стекла автомобиля, чтобы на них, соответственно, не попадала краска.
Вот такая вот кропотливая работа. Ну что, у нас по видео прошло, наверное, меньше секунды, а в реале это прошел целый день. Мы продолжаем работу. Сейчас, я так понимаю, мы заклеиваем полностью этот хромированный часть, да? У нас такой водосток. То, что нам не надо красить. Сначала под самый низ, да? Угу. Неправильно. Неправильно? Почему? Ну, смотри. Вот это же тоже будем закрывать. Смотри, вот так вот делаешь, немного сюда нахлест, вовнутрь. А там я тоже неправильно сделал. Угу. Также не забываем про вот эти вот резинки, уплотнители дверей. Они также обклеиваются полностью лентой, так как мы не хотим, чтобы они были закрашены в процессе покраски. Так, значит, лентой мы обклеиваем резинки. Ну, вот не до самого конца, а вот, ну, допустим, на этом автомобиле, когда будет покраска идти вот примерно с такого расстояния, соответственно, здесь, вот здесь видно, что резинку можно задеть, а тут как бы уже шанс невелик. Так вот, видно, да? Соответственно, клеим примерно вот до этого уровня. Ну, это индивидуально, наверное, да, у автомобилей, ну, да. По-разному. У кого-то так, у кого-то по-другому. Здесь, допустим, вот этот закрывает эту резинку деталью, а есть, которые не закрывает. Поэтому полностью всю подклеиваем. Ну, то есть надо смотреть индивидуально, да? Ага. Так, у нас тут все-таки проблема. Проблема с решеткой радиатора. Она не в очень хорошем, мягко говоря, состоянии. Старая, разбитая. Так, ну что, сейчас уже вечер. Если можно вот увидеть за окном, полная темнота. Немного задержался у нас сегодня процесс. Вот эту красоту я сегодня нашел в магазине Nissan Honda. Давайте, чтобы для сравнения, вам сейчас покажу. Да, для сравнения. Вот такая вот решеточка будет. Вот такая она была. То есть здесь дырки.
вся потрескавшаяся, уже видавшая виды. Хотя все еще держит форму. Но я думаю, когда машина будет вся покрашена, то есть это будет очень сильно бросаться в глаза. Гораздо красивее будет выглядеть вот эта хромированная деталь, а вот этот значок японская автомобильная федерация я перенес со старой решетки. Если вы сейчас слышите гул, это значит, что запустили камеру. Камера запущена до 45 градусов. Сейчас в камере 41-40 градусов. Первое, что мы будем красить, это будут у нас крылья. Вот. Вообще надо понять, так как я, по-моему, уже упоминал, что покраска раптором, вообще вот покраска автомобиля в этой камере производится впервые, то есть это больше такой испытательный процесс, то есть мы испытываем на себе для передачи на канале Якутия-24, соответственно, ЯИПК, Якутский индустриальный педагогический колледж, испытывают эту камеру на нашем автомобиле. Вот. Сейчас температура дошла до 45 градусов. Александр уже одевается. Сейчас я думаю, что, конечно, бы очень хотелось попробовать покрасить что-нибудь, но я думаю, это очень тонкий момент, очень ответственный, поэтому полностью доверимся Александру. Александр должен сделать это собственноручно. Есть что на подхвате. Да, Александр пока готовится. Объясни, вот что это такое? Это отвердитель. Он добавляется в краску, в саму краску, да. Добавляется 1 к 1, то есть этот баллон заливаем в краску, размешиваем и покрываем. Даже схема. Ага. Наполнить, стряхнуть и стрелять. Тут написано: наполни, смешай, нанеси. Вроде все легко и просто. Первым делом мы сейчас обезжириваем, поверхности. Уберем частицы пыли, грязь и следы от клея. Вот так, друзья, представляете, пятый день, и мы только-только вот под вечер 5-го дня можем приступить уже к окрашиванию какой-либо детали. Процесс покраски автомобиля не быстрый. Бывает, что уходит намного больше времени. Это у нас, считай, еще автомобиль такой, как сказать, лесной, то есть как для бездорожья, для охоты, рыбалки. То есть это не какой-то супер там навороченный автомобиль весь лакированный. Вот. Это с учетом этих нюансов, наверное, тоже, да, это все влияет. Да. Ну и плюс еще очень большой то, что он без ремонта. Ага, да. Получается, что по времени экономим. То есть, если был бы ремонт, то есть шпаклевка, там вмятины и прочее, тогда бы процесс еще затянулся бы на дольше. Да, здесь мы просто взяли, грубо говоря, сняли, освободили краску от наклеек, потом заматировали шлифмашинкой и, соответственно, заклеили все детали, которые не нужно окрашивать. Да. Вот. И на это ушло у нас около 4 дней. Ну, понятно, что мы не с утра до вечера этим занимались. Где-то в среднем часа по 4 в день, по-моему, да? Да, часа 4 в день. Где-то так. Итого, 2 полных рабочих дня, можно так сказать. Сейчас ты залил вот это сюда,
Да. сболтал и теперь... Нет, в этой емкости получается половина отсюда Ага, взял и половина добавил отвердителя. ага. А, он мерный это, да, стакан? Да. Так, а я в свою очередь тоже опять забыл свою такую же маску. Но в этой маске я сейчас такой слабый запах чувствую. Мне кажется, слегка работает. По крайней мере, если у меня начнет заплетаться язык, это будет понятно, что маска плохо работает. Ну, а Александр непосредственно, который будет сам все красить, он хороший, триэмовская, по-моему, да, маска. Все, проверка пистолета, да? Угу. Рабочее давление. А, там еще давление меняется? Да. То есть на выходе у нас 2 атмосфер. А, то есть ты когда нажимаешь на, ну, грубо говоря, курок, да, вот этот, Да, на пистолет, то есть давление должно снизиться до 2, да? да. Ну, обычно здесь ставят манометр, Ага, датчик регулирует. А так как здесь у нас уже стоит регулятор, можно 4. ага. Мы регулируем уже непосредственно на этом. Слушай, ну ты сейчас нажимаешь, она 2,2 дает. Надо еще убрать? Нет, нормально. Нормально? А скажем, на каком расстоянии покрывается? Расстояние по технологии он получается 80 сантиметров. То есть до метра. Ага. Но мы сейчас этим пистолетом первый слой постараемся нанести глянец. Ага. Когда подстынет, вторым слоем уже с антигравийного пистолета уже шагрень. А, то есть нанесем. два пистолета будет использоваться, да? Испытано на себе. Испытано на себе. Вот это вот шагрень, который сейчас, да, мне кажется, вообще самый идеальный вариант. Мне тоже кажется. Так что антигравийным пистолетом не будем покрывать.
третьем траке Это 2 пойдем. миллиметра, да? Это 2,5. 2,5. Ну, самое то, кажется, да? Вообще нормально смотрится. То есть она застынет, так и останется. Да. А еще надо слой, да, нанести? Нет, Или нет? все, достаточно. А, ну, здорово. Два слоя получилось. То есть ты нанес, потом еще раз сверху, да, нанес? Да. Ага. Ну и, соответственно, у нас накладки в серый цвет будут. Мгм. Это мы уже подождем, когда все на пластике уже получится 3 слоя. Ну, два черных и один серый. Да. Ну там посмотрим, как будет разбавиться. Да, еще хотелось бы рассказать про саму камеру. То есть вот, как вы видите, сверху подается горячий воздух. Воздух давится вниз и уходит потом вот в той части, в нижней, да, в дальней, зеленого цвета, там то ли фильтры какие-то стоят, я не знаю. То есть и туда идет вытяжка. То есть получается сверху подача идет и вытяжка воздуха. Вниз, да, уходит. Да, кстати, друзья, сейчас даже учитывая то, что пауза не совсем большая будет у нас между покраской крыльев и самого автомобиля, но тем не менее я заметил, что Александр промывает растворителем пистолет, то есть нельзя оставлять его даже на несколько минут, да? То есть Ну да, на короткий промежуток. нежелательно короткий промежуток времени можно оставлять, но не дольше как бы часа. Потому что в течение часа материалы уже схватываются. Отвердитель как бы начинает работать при температуре и, соответственно, может забить каналы, которые влияют на подачу воздуха. То есть если пауза будет по расчетам больше часа, да? То Да, желательно лучше всё промыть его. Вот такие вот нюансы. В свою очередь сейчас у нас сушатся крылья, а мы продолжаем заклеивать автомобиль. Сейчас нам нужно будет закрыть вот эти части в районе порогов, перед. И после того, как загоним автомобиль в камеру, надо будет закрыть лобовое стекло. Вот такой план. Друзья, мы сейчас выносим из камеры крылья, которые уже готовы. Им осталось только подсохнуть. Буквально часа хватает на то, чтобы уже можно, в принципе, допустим, производить какие-то работы по поверхности Раптора, например, делать наклейки и так далее. А мы, так, где-то минут через 20, да, он уже такой достаточно, ну, верхний слой, по крайней мере, уже подсыхает. Сейчас мы будем загонять автомобиль сюда, в камеру, и уже Александр приступит непосредственно к покраске автомобиля.
Так, как режем? По длине, да? Да. Где-то вот. Там у тебя нормально? Еще вот так вот. Ага. Так, стоп. Чуть пониже. Ниже. Так, самое финальное, перед тем, как начинать покраску, мы сейчас с Александром обезжириваем поверхность. Здесь у нас что? Спиртовая. Водно-спиртный раствор. Водно-спиртный раствор. Водно-спиртовый. Готовый. Эх, а сегодня пятница, да? Так, главное не забыть, где протирал, да? Я тут с крыши начну сбоку. Да, друзья, еще один момент. Допустим, обезжириваем мы вот такими вот бумажными салфетками. Они хоть и особо ворс не оставляют, но тем не менее остаются, да, все-таки мелкие ворсинки. И еще после этого Александр проходится вот такой вот специальной липкой тряпкой, называется. То есть она собирает... Марлевая тряпка. Ну, как на марлевой основе. И липкая. И собирает остатки, скажем так, частицы пыли и грязи. То, что осталось. Как бы ни была качественная эта салфетка, все равно оставляет следы и частицы. Вот так. Очень странная ситуация здесь у нас. Получается, вот этот 4 бутылки из набора сразу идут. Они каждая идут по... Да, вот такой набор. Здесь по 750 миллилитров. Соответственно, от твердителя нужно по 250 миллилитров в каждую бутылку. А вот этот литровый, он меньше. А стоит дороже, кстати. Дороже стоит, да? Да, он, если вот такими брать, он дороже выходит. 4 таких гораздо дороже, чем 4 вот так набором берешь. А, вон даже так. Да, и здесь у нас получается 700... Что это было? 0,95 литра. Как молоко. Чуть поменьше. Вот такие дела. И отвердителя, соответственно... Нет, даже вот смотри, там 950 грамм было, а здесь 711 миллилитров. 711, да. 711 и тут 750. Так, тогда это... Ты сейчас это добиваешь, а я это сейчас разбавляю, да? Так, что мы не можем начать. Буквально где-то больше часа чуть прошло, пока мы загнали автомобиль после покраски крыльев. Прошло где-то около часа. И несмотря на то, что Александр промывал растворителем этот пистолет, получается, все равно он засорился. То есть затвердела краска, да? Так, сейчас вот, видно будет, нет? Это специальная игла, да? Для чистки. А, это тот именно кусочек, который мешает, да? Угу. Так, сейчас. Получается, краска подается через центральную, да? Или через боковые?
по центральному подается. А воздух? Воздух, вот этот, получается, вот два отверстия сбоку Ага. подкидывает. И вот эти боковые вот эти, они бьют, как бы скажем, Тоже сбоку. боков. Ага. И получается факел. Ну, как бы А, этот овал. ну, В принципе, пистолеты разные бывают. По ценовой категории и прочее. Этот, он простой, как бы скажем, китайский. мгм. И у него вот воздух, как бы скажем, мало подачи воздуха есть. Если вот этот возьмем, ликотовский, у него два сбоку Мгм. и с десяток вокруг. А, точно. То есть Но у него- он нам не подходит, потому что он мелкий, да? Да, у него дюза мелкая. И получается, что у него у этого краска более распыляется Мгм. лучше. Так, я не помню, показывал уже или нет. Вот тут специальный стенд для смешивания красок, да? Да, для подбора. Так, ну что, у меня есть определенные задачи. Это разбавлять краску. Раптор, соответственно, заливается отвердитель 250 мл на 750. Александр красит автомобиль. Там жара, там 45 градусов. Итак, ну что, Александр закончил покраску автомобиля. Сейчас узнаем у него впечатление. Так, ну что, напоминаю, что мы не только снимаем испытанно на себе, но также и Александр испытывает вот эту камеру, которая, в принципе, в первый раз, да, используется для покраски автомобиля. Как ощущение? Ощущение комфортно, но очень жарко. Слишком. Постоянный шум. Но, в принципе, нет этого тумана, когда красишь, пыль вот этого, он вытягивает сразу. То Это есть здесь намного сразу лучше. поток воздуха идет вниз и сразу уходит, уходит, да. уходит в вытяжку.
Ну это большой плюс получается. Но 45 градусов это достаточно для камеры? 45, да, думаю, Нормально, да? самое то. То есть это такой очень жаркий летний день. Да. А ты в костюме еще? А я в костюме. Да. Ну что, друзья, пойду. осталось подождать немного. Соответственно, для вас это тоже будут какие-то секунды, но для нас это будет 2 дня, потому что завтра, послезавтра выходные дни. И впереди у нас еще покраска вторым цветом. Это цвет будет серый. И будет он, еще раз напомню, по нижней части автомобиля. И, возможно, еще мы возьмем немного капот. В общем, впереди финальные штрихи и финальный результат. Испытано на себе.